Я не знаю, живы ли они и здоровы. Самое вот страшное, что не знаю, живы ли они и здоровы. Суд был, вот то-то, то-то было вот между вами. Говорит, что бы ты поменяла? Я говорю, я не подчинилась, я стала отстаивать свое мнение, вот, и сделать мне больно можно было только через ребенка. Есть целая папка где-то дома на компьютере, на печать. Говорил, ты дура? Я говорила, прости, что я дура. Я сама, да, я тянула, я соглашалась, я смирялась. Сначала терпела, потом сказала, нет, я не такая. У меня высшее образование, у меня красный диплом, я не глупая, я тоже могу. То есть угрозы уже не действовали, оскорбления не действовали. Поднял руку. Причин не было, просил, на коленях стоял, я простила. Потому что был ребенок, свой ребенок, был его ребенок от первого братка, и мне хотелось, чтобы была семья, чтобы дети жили в семье, чтобы для них была эта картинка семьи. Вот. Когда поднял в третий раз руку, оказалась в больнице с сотрясением, с избиениями. Настояли родители, настоял медперсонал рассказать милиции. Боялась, что будут последствия, что будет мстить мне, но смогла. Я вот тоже, ну, вот там и знакомых вспоминаешь там какие-то. Когда стал манипулировать тем, что у него плохое здоровье, что ему надо поддержать его надо выслушать. Я долго выслушивала. Но когда поняла, что это переросло в манипуляции, что я не выживу, если ты ко мне не вернешься, я сказала нет, хватит, я буду смотреть себя, потому что ребенку нужна здоровая, не только папа здоровый, нужна здоровая в первую очередь мать. Я очень надеюсь, что он с близким ему человеком, он с родным человеком, который не может причинить ему зла, не может заведомо самостоятельно причинить ему зло. Но у меня вызывает страх состояние здоровья отца. 25 октября мне стало известно, что у него 2-я группа инвалидности. Мне стало известно, что его поставили на очередь на трансплантацию сердца. У него целый список лекарств, которые ему необходимо принимать, и я не знаю, есть ли у него эти лекарства в наличии, принимает ли он, и в какое состояние здоровья у него на сегодняшний день. То есть вот, зная просто вот все эти факторы, я переживаю за состояние здоровья отца в первую очередь, раз с ним находится ребенок, и просто боюсь худшего в этой ситуации.